В Абхазии запрещена вырубка вечноделенных растений. Несмотря на действующий закон, люди все так же срубают новогодних красавиц в преддверии праздника. Одним из основных мест вырубки вечноделенных растений является лесное хозяйство в городе Гагра. На территории данного лесничего хозяйства произрастает немало хвойных деревьев. Так, 10 ноября на горе Мамзычха неустановленные лица срубили более 230 елок. Работа еще продолжается. Хочу поблагодарить ребят, которые не безразлична эта обстановка насчет вырубки ели. Охотники помогают нам. У нас не хватает людей, у нас один человек на Мамзычхе работает. Кто ходил в лесу, он понимает, что такую территорию, огромную территорию, очень тяжело, но позавчера спустили 231 корень. Дежурили, территория большая, видно, увидели, что, если можно сказать, засада сидит, они не вышли. А третий день мы приняли решение спустить ели. Отсюда послали нашу лесовоз, и людей наняли, чтобы погрузить 231 штук. Самая маленькая диаметром 4 сантиметра, самая большая 9,5, 9 сантиметров толщиной в корне. На горе Мамзычха установлен пост, где круглосуточное дежурство, сменяя друг друга, ведут лесники. Но из-за большой территории им сложно уследить за каждой тропинкой, ведущей к горе. Лесники Гагрского района призывают население быть более рассудительными и не заниматься вырубкой хвойных деревьев. На днях мы выставляем пост на горе Мамзычха совместно с городделом. Ежегодно это у нас дело, дай Бог здоровья этим ребятам. Мы стараемся, боремся с этим злом, если так сказать. Вырубка пихты, елки, запрещен в Абхазии. Если запретили бы продавать, как? Нам легче было бы работать. Человек скажет, что если я буду продавать, меня арестуют, меня оштрафуют, тогда он не пошел бы, не пойдет в лес вырубать. Если в этом году факты вырубки были замечены только в ноябре, то в прошлом году вырубка вечноделенных растений началась еще в октябре. Найденные лесоводами елки помещены на склад временного хранения. Ближе к Новому году их передадут в детсады и школы. Налач Хинджерия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.